17 ноября в Московском государственном институте международных отношений состоялась научно-практическая конференция «Остинский язык в условиях глобализации». Инициаторами проведения конференции выступили Совет землячеств, Аланский клуб МГИМО и фонд «Аланское наследие». Среди почетных гостей – ведущие ученые Северной и Южной Осетии, Москвы и Санкт-Петербурга, представители государственных органов власти, постоянного представительства, Совета Московской Остинской общины, видные общественные деятели и деятели культуры. После зачтения приветственных телеграмм от глав Северной и Южной Осетии первым со своим докладом выступил профессор Руслан Бзаров. Он рассказал об истории языковой политики в Осетии и современном положении остинского языка. Также он подчеркнул, что все инициативы, необходимые для исправления языковой ситуации в Осетии, уже состоялись. Принята государственная целевая программа «Остинский язык» и создан научно-экспертный совет по остинскому языку при правительстве Республики Северная Осетия Алания. Все наши шаги в области языковой и культурной политики стали успешными тогда, когда нам удалось объяснить, что это не лингвистическая проблема. Проблема функционирования языка в обществе – это как минимум культурная, это политическая проблема. С 2004 года под эгидой ЮНЕСКО на уровне государственного эксперимента в Осетии действует концепция полилингвальной остинской школы, возвращающая остинскому языку роль полноценного языка обучения и изучения. Идет интенсивная работа, за это время создано новое поколение учебников остинского языка. Их существенное отличие в особой методике преподавания, призванной на изучение языка с нуля. О перспективах функционирования остинского языка в современных условиях рассказал профессор Нафиджу Сойто. Жорышай. Алчор суй жорыш. Жайна жор. Я жорыш. А? Чья жорыш? Суа. Дышава сокойдес. Архиере. Келем архиере алчор пудрацети. Авию игонер сачен звуковой закон. Свой доклад об исследованиях в области грамматики остинского языка полевым методом подготовила команда ученых из Москвы, Санкт-Петербурга и Владикавказа. Метод полевых исследований – один из основных при изучении этносов и этнических процессов. Суть метода заключается в длительном пребывании исследователя в месте проживания изучаемого этноса, во вживании в изучаемую этническую среду. Первые ученые, которые проводили исследования остинского языка таким способом, были пионеры остиноведения Андрей Шагрен и Всеволод Миллер. Однако и сегодня этот метод не утратил своей актуальности. Лингвистика постоянно эволюционирует и появляются новые темы для изучения, новые темы для лингвистического анализа, в частности, многие вопросы синтаксиса, семантики просто раньше не были рассмотрены в трудах остиноведов, поскольку просто не существовало теоретического аппарата, который сейчас есть, поэтому есть множество явлений остинской грамматики, особенно в области синтаксиса, которые не были достаточно написаны, поэтому заслуживают изучения. Интересным было выступление кандидата исторических наук Тамира Салбиева. В частности, он говорил об этимологии осинского слова «хусау». По мнению ученого, требует пересмотра значения этого слова, так как современная трактовка – очень бедное отражение того, что мы реально имеем в традиции. Василий Абаев полагал, что слово «хусау» кавказское и заимствовано еще в X веке. Однако ряд ученых выдвигают иную точку зрения. Этимологию этого слова они относят к иранскому корню. В древнеиранских языках есть слова, на основе которых можно реконструировать праиранский корень. Этот праиранский корень – хвада, производная от которого дает хусау, он состоит из двух частей. Первый хва – это вот то, что в русском свой, сова. А да, это тоже в русском языке, это индоевропейский корень, это да, делать. Молодое поколение ученых также представили свои исследования. Об опасности исчезновения наций при потере самоидентификации личности говорил Алан Габарате. Он утверждает, что роды и фамилия не произошли друг от друга, а существовали и существуют вместе, неотделимы и непроизводны друг от друга. По его мнению, при упоминании человека нужно непременно указывать его род. Именно тогда начнется по-настоящему возрождаться Алания. Аланию до нас нанесли предки именно благодаря сохранению аланских родов и фамилий. Ведь сегодня все мы знаем, изучали в школе, что аланское общество состояло из родов Варгозонта, Усагонта, Цигамонта, Царазонта, Цахивонта, Царинтонта и Усионта, которым относят, каждый человек относит себя к одному из этих родов.
В условиях глобализации астинскому языку, чтобы выжить, нужно двигаться в ногу со временем. Сегодня нельзя говорить о его благополучном развитии без уделения должного внимания интернет-пространству. В начале 2010 года была завершена полуторалетняя работа по переводу интерфейса соцсети ВКонтакте на астинский язык, инициатором-координатором которой был Вячеслав Иванов. Астинский стал первым из малых языков народа в России, на котором заработал собственный интерфейс. Пользуйтесь этим, очень просто, включается в нижней части любой страницы ВКонтакте. Выбираете язык, устанавливаете осетинский, весь контекст ваших сообщений становится осетинским, это провоцирует вас дальше в переписке чаще пользоваться осетинским. Сейчас ребята работают над присвоением ISO-кода для дегорского диалекта с целью разграничения в интернете иронских и дегорских интерфейсов. Для разграничения вариантов языка при трехбуквенных кодах, при использовании трехбуквенных кодов используются разные варианты написания. В астинском языке, в случае с астинским языком, этот вариант только один, ос с двумя с. Должно быть либо что-то типа оси, астинский, иронский, ос, д, астинский, дегорский. То есть сейчас развитие дегорского диалекта в той же Википедии, свободной интернет-энциклопедии, невозможно. Особыми гостями конференции стали ребята из самобытного ансамбля «Куна». Коллектив знаменит тем, что его участники единственные в Осетии, кто исполняет национальную музыку аутентично, то есть максимально точно воссоздавая звучание музыки прошлого. Цель проведения данной конференции, по словам его организаторов, обратить внимание молодого поколения астин на проблемы родного языка, который в современных условиях переживает значительные негативные преобразования, такие как ассимиляция и деградация. Они также выразили надежду, что сегодняшняя конференция внесет посильный вклад в дело возрождения, сохранения и популяризации астинского языка.